В ходе небольшого инструктажа Даниил Мартынов рассказывает об экипировке летучего отряда. Сегодня парашютистам предстоит подняться более чем на 6000 метров и приземлиться в определенном месте. На такой высоте человек почти не может дышать, поэтому бойцы взяли на вооружение специальные воздушные баллоны. Это снаряжение наши бойцы получили первым. Уже после летучий отряд приступает к итоговому экзамену. В качестве почетных гостей советник главы Чечни, депутат Госдумы России Адам Делимханов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и командир специального отряда быстрого реагирования Терек Абузайд Висмурадов. Вот эти системы парашютные, они действительно уникальны. Их, кроме как вот у нашей этой группы, в России вообще ни у кого еще нет. Это система Steyr. Она самая последняя, самая передовая. Она как раз вот эта вот система, она позволяет проходить очень большие расстояния по горизонту. Вот те парашютные системы, как, допустим, арбалет, которых сейчас у нас пользуются наши другие хорошие спецподразделения, а также ВДВ, они прыгают на арбалетах, у них этого еще нет. Пока бойцы набирают нужную высоту, помощник главы республики по силовому блоку рассказывает, как проходят тренировки бойцов. Там отцепно, запасной парашют, все эти воды на земле проходят. Управление куполом, как что делать, зачем все нужно. То есть сначала по хвостом прогоняют, а потом уже идут по ним. Это нужно обязательно. Более 1000 метров свободного падения, свыше 20 километров пройденного маршрута, и бойцы приземляются в обозначенное место. Гости поздравили их с успешным выполнением задания. Поставленная задача, вы справились. Мы Рамзан Ахматовичу скажем, что задачей поставленной вы в срок справились. Данилович, спасибо. Так и Рамзан Ахматовичу передадим. Служим Российской Федерации и Чеченской Республики. Вместе все мы. Действительно, с поставленной задачей вы достойно справились. Желаю удачи, успехов. Так держать. Итоговый экзамен позади. Бойцы готовы к выполнению задач любой сложности. Мы прошли полностью всю военную программу, и у нас теперь появились специалисты, которые готовы решать очень серьезные задачи по выполнению десантирования в любых погодных условиях, при любой видимости и в любое время суток. Но их обучение на этом не прекращается. После теоретических занятий зимой летучий отряд отправится в Санкт-Петербург для продолжения своей подготовки. Магомед Ламаркаев, Расул Арцухаев. Новости.